Толерантность и терпимость. Это может быть одно и то же где-то, а где-то оно разное, потому что быть толерантными – это не всегда быть терпимыми. Прежде чем быть толерантными, наверное, люди должны понимать, где они живут, ценить то государство, где они живут, и, наверное, подчиняться закону, конституцию, в котором они живут, понимая, исполнять те или иные законы, которые им нужно. И, наверное, люди, прежде чем быть толерантными, они должны понимать, что его права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И ни в коем случае он не должен ущемлять права того человека, если он хочет или не так сказать то, что он бы хотел бы принимать. Люди, считая себя толерантными, они, конечно же, должны быть терпимыми. Но терпению иногда наступает тоже определенное чувство, эмоции, как человек воспитан, какую он религию предоставляет. Да? Исходя из этого, терпимость, оно не должно тоже, чтобы люди имели в виду, что он терпеливый, он все вытерпит. То есть у терпения тоже есть свое какое-то определение. Я думаю, мы должны, все граждане Кыргызстана, быть в рамках и работать в рамках законодательства, а потом уже в рамках своей религиозной терпимости. В рамках своего религиозного видения. Но, к большому сожалению, мы иногда противопоставляем свое терпение или свою толерантность законодательству или религиозному направлению. Здесь бы я хотела бы особо подчеркнуть, что все люди должны понимать, что есть верховенство закона. Если он будет подчиняться, исполнять законодательную базу, понимать его, изучать, так как написано, и правильно его интерпретировать, где бы он ни был, в каком бы он обществе ни был, в каком бы статусе он ни был, будь он лидером женской организации, будь он лидером государства. Здесь должны быть цели поставлены, что права человека, прописанная Конституцией, она превыше всего. В последовательности уже люди должны понимать, насколько они должны быть толерантны в рамках этого законодательства, насколько они должны быть толерантны изнутри, из своей религии, насколько он это может. И третье, наверное, терпимость. Это слово понимаю как отрицание, да, когда человек бессильный, может быть, наоборот, сильный, он может терпеть. Да. И здесь, наверное, мы не должны доходить до терпимости. Мы должны быть готовы вести всегда конструктивные диалоги, объяснять свои видения, мнения, почему мы делаем тот или иной шаг, чтобы оно не переросло в конфликты. А просто терпеть, потом иметь свои радикальные взгляды, какие-то или иные взгляды, это не приведет ни к чему, мы знаем из своего опыта. И поэтому, я думаю, должны создаваться площади, где женщины или мужчины, или представители всех религиозных конфессий, чиновники или простые люди могли высказать свое мнение, чтобы это ихнее терпение не дошло до определенного конфликта.